Всем слышно? Слышу тебя. Слышим вас, все хорошо. Отлично. Коллеги, у нас есть чат, который можно открыть и там писать свои сообщения. Вы можете там отметиться, кому слышно, кому не слышно. И в нашем чате также есть ссылка на MyQuiz, которую необходимо скопировать, да? Открыть, которую нужно открыть. А сколько их всего должно? Итак, давайте начнем. Добрый день, уважаемые коллеги, участники викторины и гости. Мы рады приветствовать вас на площадке регионального центра президентской библиотеки в Республике Коми. Сегодня мы с вами узнаем интересные факты о нашем регионе, посетим удивительные места и познакомимся с достопримечательностями Северного края. Все мы знаем, что Республика Коми – это край невероятной красоты и бесчисленных природных богатств. Земля яркого и самобытного народа Коми. Как и любой другой уголок нашей планеты, вместе со своей природой, историей и культурой Республика Коми уникальна и неповторима. И в основе нашей викторины вопросы игры бродилки «Дорогами добра», которая стала победителем в конкурсе проектов в области реализации государственной национальной политики «Эко-инициатива-2023». И сейчас давайте мы с вами зайдем на сайт myquiz.ru. Напоминаю, что ссылочка на этот ресурс у нас в чате. Обратите внимание, по ней перейти необходимо, затем ввести код, который вы увидите на экране. Нам тоже нажать? Так, получается войти? Угу. А код выходит потом, да? Вы все видите код, если перешли по ссылке? Надо озвучить довольно. Вот. Итак, напоминаем, код нашей викторины это 00505580. Уже сказали. Еще раз напоминаю, что необходимо перейти по ссылочке myquiz.ru и ввести код викторины, который вы видите на экране. Затем необходимо поставить галочку, что вы согласны с пользовательским соглашением, и нажать «Далее». Авторизовываться нам не нужно. Ниже в поле «Псевдоним» необходимо ввести населенный пункт и название команды. После этого нужно нажать «Присоединиться». И как только все участники подключатся, мы запустим викторину. Пока что мы видим, что подключилось 3 участника.
9 уже? Есть какие-то сложности с подключением, коллеги? Почему-то у нас только Если посмотрите, пожалуйста, чат. уже двое. Друзья, попробуйте зайти. Друзья, попробуйте зайти на сайт myquiz.ru и там уже вручную ввести код, который вы видите в трансляции или который вот сообщила Людмила Николаевна. myquiz.ru. В этом браузере, да, в любом? И там, да, попробуйте там еще код, введите код, и в этот код помните, да? Да, помните. Может, еще раз ссылку кинуть в чате? Еще раз ссылку, да? Да. Вот, кинули ссылку, попробуйте еще раз. Герман тоже звонит. Нет. Давайте попробуем еще раз подключиться. И хочу напомнить вам о том, что поговорим немножко о викторине. Как только игра будет запущена, вам будет показан вопрос и дано несколько вариантов ответа. И как минимум один вариант должен быть неправильный. После выбора нет, один должен. Может быть один или несколько правильных ответов. Здесь что-то надо делать? Да, действительно, какой-то технический сбой, вероятнее всего, на сайте у MyQuiz как раз. Очень жаль. Давайте вот что сделаем. Те люди, которые не
которых не получается подключиться, попробуйте использовать другой браузер. А мы и так уже. И все равно не выходит, да? Ну, вероятнее всего, действительно, на стороне платформы MyQuiz какие-то неполадки, поэтому, к сожалению, такая заминка у нас произошла. Вроде начал запустить. Слушайте, ну, с другой стороны, вот у меня вроде заходит, все нормально. Так, сейчас я вижу, подключилось 8 человек. Так, Инта молодцы, Прилузия тоже молодцы, подключились. Сосногорск. Не выходит пока что, да? А, к сожалению, я не могу сказать, кто подключился пока что. Печора, Печора, как у вас получилось, что вы точно не знаете? Сосногорск, отлично. Так, ну что, давайте тогда, кто не подключился, поставьте минусик. Будем думать, как действовать. Сейчас я вижу, что подключилось 10 человек. Зеленец, отлично. Очень рад видеть с нами Зеленец. Выиграть, замечательно. Обожаю выиграть, но подсуживать не буду, честное слово. Так, я вижу, Выгорь там вот что-то рассказывает интересные истории. Может быть, вы с нами поделитесь чем-нибудь интересным, пока мы ждем остальных. Сыктывдин, вам включить микрофон? Мы сами можем. Нас слышно, да, Борис Юрьевич? Да, все хорошо слышно. Ага. Для них мы по-любому видны. Мы тут очень уже хотим поиграть, поэтому нам весело. Замечательно, да. Ну, вот, кстати, вот у Усть-Кулома хорошо видно, как выглядит вот эта игра в аналоговом виде, так сказать, в натуральном виде. Вот он даже Прилуцкий район. Вот, Сыктывдин тоже вижу, да, отлично. Честно говоря, мое сугубо скромное мнение, что игра получилась достаточно интересной. И вот мы сегодня попробуем погрузиться в это путешествие с помощью такого цифрового путешествия. Так, 12 человек. Я попросил отписаться тех, кто не подключил. Я минусиков не увидел. Поэтому я полагаю, что пора начинать. Возражений нету? Какой камера? Ой, микрофон вижу. Показывает. Так. Женя, вот где камера и стрелочка вниз. Не-не-не-не-не-не. Вот это. Ну что, друзья, давайте начинать. Усть-Кулом, пожалуйста, отключите микрофон свой, чтобы не мешать другим участникам. У нас почему-то Вот, нет нет. видео. Да вот тут мы. Но у нас нету видео. Да вот тут выпускай слушай. Да, у нас нету этого. Инструментов ничего нету. А понятно. Ну, действительно, вот объявилось, наконец-то. Так, Давай мы напишем, что У мы... нас микрофон, кстати, работает. Да. мы вас прекрасно слышим. Вот тут чат. Работает. Дима, какие сложности? Что там происходит? Видео не работает. Ничего страшного, можно без видео. Главное, чтобы вы видели сайт MyQuiz.
еще раз говорю, что на сайте MyQuiz нужно ввести код викторины или перейти по ссылке, которая там, которую мы скопировали в чат. Так, почему-то уже 9 человек. 10. Размножаются. Так, ну 15 минут уже мы назад должны были начать, что-то технический сбой пока не получается. Ничего страшного. Во всяком случае, мы общаемся, разговариваем и видим другие районы. Усть-Цильма, молодцы. Нет, звук можете выключать. В принципе, все, что важно, оно будет у вас на экране окна MyQuiz. Я буду дублировать вопросы и варианты ответов. Просто для того, чтобы вам было удобнее воспринимать информацию. Ну что ж. Сделаем так. Если все-таки остались районы, которые не смогли подключиться, вы будете, так сказать, вне зачета. Вы можете для себя отвечать на вопросы, но мы не будем видеть, как вы ответили в системе MyQuiz. Поэтому, ну что ж. Так, кого-то я еще слышу, кто-то в эфире пробивается. Иб, наверное, это вы. Микрофоны включены Сорокина, Иб. Ага. Вань, все, отлично. Ну что ж, давайте начнем, друзья. Ольга Васильевна, нажми кнопочку «Запустить» во вкладке MyQuiz. Да. Ну что ж, 6 секунд, 5, 4, 3, 2, 1. И вот он первый вопрос. Считается, что арт-объект «Купеческий сундук» имел реальный исторический прототип и конкретных хозяев. Таким сундуком когда-то владели местные купцы. Они были видными благотворителями дореволюционного Усть-Сысольска. Назовите их фамилию. И 4 варианта ответов. Сухановы, Дербеневы, Оплеснины, Камбаловы. Я напоминаю, что у нас только один правильный ответ. И вы у себя нажимаете вот на этот ответ, который считаете нужным, и ответ автоматом будет засчитан. Ну, то есть отменить ответ нельзя. Ну что ж, давайте посмотрим на правильный ответ. Ну и, собственно, Сухановы. 25 августа 2014 года исторической части Сыктывкара на улице Советской был торжественно открыт новый арт-объект «Купеческий сундук». Считается, что памятник в первую очередь посвящен купцам Сухановым, сделавшим многое для процветания родного города. Сундук-памятник – это копилка, в которую каждый может положить какую-то денежку, и 12 июня, в день города, этот сундук открывается, а его средства идут на благие дела. Давайте посмотрим следующий вопрос. Всего у нас 22 вопроса будет. Какой национальный парк в переводе на русский означает «светлая вода»? Создан, кстати, 23 апреля 1994 года. Юг-2, Лихимова, Лахема, Зюраткуль, Миенва. Ну, я думаю, вы все прекрасно знаете. Так. Кстати, я напомню, что те, кто отвечают раньше, получают больше очков. Давайте посмотрим. Так, 17 ответов. Ну, конечно же, это Юг-2. Вы все прекрасно знаете. Отлично, молодцы. Это крупнейшая по величине территория, которая обладает ценнейшими видами растений, животных, и в отличие от заповедника, в национальном парке разрешена вот какая-то деятельность туристическая. Давайте дальше. Какой из населенных пунктов находится в республике Коми? Деревня Кони, деревня Хомяки, село Баранчик или же деревня Щенки? Да, очень много разных интересных названий, и в том числе в республике Коми эти названия есть. Если вы поиграете в игру
путешествие по Республике Коми, вы эти названия можете тоже для себя какие-нибудь найти, и будет достаточно интересно узнать, что же за населенный пункт у нас есть в Республике Коми. Да, все правильно, 100% ответили верно, это деревня Кони. Находится в Княж-Погосском районе Республики Коми. Она практически вымершая и летом проживает от силы десяток человек. Тут имеются старые дома с сохранившимся внутри утварью, мебелью и вещами. Но, к сожалению, ага. Да. Ольга Васильевна подсказывает мне, что у вас в правом верхнем углу есть таймер, где показано, сколько дается времени на ответ. Ну, поэтому успевайте, и все будет хорошо. Ну, давайте продолжим. Назовите самый маленький по площади район Республики Коми. Это Сысольский, Усть-Вымский, Кайгородский или Сыктывдинский. Ну, 35 секунд осталось на ответ. Я думаю, что здесь вы вполне можете, если не догадаться, то прикинуть по карте, посмотреть и дать правильный ответ. Ну, кстати, мы говорим о районах Республики Коми. 5 секунд осталось. То есть муниципальные, городские округа мы не берем в расчет. И что ж, многие ошибочно назвали Кайгородский район. На самом деле это Усть-Вымский район. Территория 4775 квадратных метров. Население почти 25 тысяч человек. Усть-Вымский район – это самый маленький район по территории Республики Коми. Он очень компактный, расположен на равнине, в среднем течении Буйчик-Ды покрыт преимущественно смешанными лесами. На самом деле, если мы возьмем Сыктывкарский городской округ, он еще меньше, всего лишь 0,7 тысяч квадратных метров, если я не ошибаюсь. Но мы говорили о районах, поэтому идем дальше. Какой птице установлен памятник в Сосногорске? Ну, я думаю, что мы, жители Коми-Моты, так сказать, по одной этой картинке, фотографии уже догадываемся, что это за птица. Птица счастья, глухарь, аист или орел. — 8 секунд. Надо успевать. Ну, конечно же, это глухарь. Кто-то, к сожалению, ответил неправильно, но ничего страшного. Я думаю, вы сможете еще наверстать. Памятник атакующему глухарю был открыт в 2009 году. После этого он стал символом города Сосногорск. Глухарь – это самая крупная, сильная, жизнестойкая птица коми-лесов. И также среди местных жителей есть поверье: если загадать желание потереть коготь правой лапой северной птицы счастья, оно обязательно сбудется. И, собственно, такой глухарь изображен на официальном гербе муниципального района Сосногорск Республики Коми. В принципе, технически, действительно, это птица счастья, но все-таки порода птицы глухарь. Давайте двигаться дальше. По указу Петра I в 1746 году на реке Ухте был основан первый завод переработки нефти в мире. Кто его построил? И вот 4 варианта ответов у вас есть. Здесь, ну, это серьезные такие знания, наверное, нужно иметь, чтобы ответить на этот вопрос. Но, в конце концов, кто сказал, что будет легко? Нешуточная борьба развивается. Сейчас мы видим, что да, Усть-Кулом и Усть-Вым бьются за первое место. Буквально 1 очко отделяя их друг от друга. И правильный ответ — Федор Прядунов. Небольшой комментарий. 18 ноября 1745 года архангельский купец и рудопромышленник Федор Савельевич Прядунов получил разрешение коллегии завести на малой реке Ухта нефтяной завод.
Это был первый нефтяной промысел в России. Весной 1746 года на промысле была добыта первая нефть. Под нефтяным ключом, бившим с речного дна, был построен деревянный сруб на высоту примерно 2,5 метра, обложенный камнем, а в срубе стоял узкодонный чан, отверстие которого приходилось на ключ. То есть под естественным давлением нефть выдавливалась и попадала на добычу. Двигаемся дальше. В Утровском районе находится ботанический заказник «Корабельная чаща». Название связано с понятием «корабельный лес». Из коми лесов для строительства судов поставляли самую лучшую сосну, лиственницу и ель. Название заказника пошло от заглавия знаменитой повести-сказки русского писателя. Назовите фамилию писателя. Иван Бунин, Константин Паустовский, Михаил Пришвин, Валентин Катаев. Ну, здесь, я думаю, библиотекари могут даже подсказать участникам, чтобы вырвать победу из рук противников. Итак, 16 человек ответило, 17 уже, и остается 0 секунд до конца. Итак, правильный ответ Михаил Пришвин. «Корабельная чаща» — именно так называется философская сказка Михаила Пришвина. Писатель настолько был вдохновлен посещением реликтового соснового бора, что написанная позже повесть стала одним из самых знаменитых ключевых произведений в его творчестве. Поехали дальше. Какое здание первым в Усть-Сысольске начало освещаться электричеством при помощи динамо-машины? Это уездная земская больница, ремесленные мастерские, школа, Александрийская женская гимназия или уездная земская управа. Честно говоря, я до того, как мы стали играть вот в эту игру «Дорогами добра. Путешествие по республике Коми», я даже не знал ответа на этот вопрос. Для меня это было открытие. Ну, таким образом я узнал что-то новое, всего лишь играя в интересную игру. Увы, это не земская больница, а ремесленные мастерские. В 1910 году это произошло. В 2010 году открылась ремесленная школа, а в 2016 году учениками школы под руководством бессменного заведующего школы Сенцова была сконструирована динамо-машина. Здание стало первым в городе, которое освещается электричеством. Поехали дальше. В этом городе были сняты художественные фильмы «Случай на шахте номер 8», «Жили-были старик со старухой». Один из них, из этих фильмов, был представлен на Каннском фестивале. Назовите город. Воркута, Печора, Инта, Сыктывкар. Здесь можно несколько порассуждать. Если снимается «Случай на шахте», то, наверное, это какой-то шахтный город. Здесь можно вспомнить, где у нас шахты есть в Республике Коми, в каких городах. Я вам закинул, так сказать, пульку, подсказку, а дальше думайте сами. Ну что ж, у нас остается 10 секунд. Кажется, еще не все ответили. И вот сейчас мы узнаем правильный ответ. А правильный ответ — это город Инта. Тогда в Республике Коми, в Интлаге, отбывали сроки талантливые люди, и среди них были люди, прямо или косвенно связанные с кинематографом. Это сценарист Юлий Дунский и Валерий Фрид. По их сценариям в городе Инте были сняты вот эти художественные фильмы. И фильм «Жили-были старик со старухой» был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в 1965 году. Музыку к этой киноленте написала Александра Пахмутова. Уже следующей ее киноработой в 1968 году стал культовый фильм «Три тополя на Плющихе». Те, кто ответили «да», молодцы. Двигаемся дальше.
Поселок Кажем привлекателен прежде всего своей историей, как одно из первых промышленных поселений в Коми. В 1755 году купец Иван Курочкин получил разрешение построить завод для выковки железа на реке Кажем. Завод является сегодня единственным в республике памятником промышленной архитектуре федерального значения. В каком районе он находится? Краткировский, Кайгородский, Прилузский, Сысольский. Этот район у нас сегодня на связи, поэтому я думаю, нужно было смотреть, кто раньше всех ответил, может быть, это принесло бы подсказку. Может быть, я ошибаюсь. Ольга Васильевна, у нас есть этот район на связи? Да, все верно. Так, 7 секунд, 5. Кажется, все ответили. Ну что ж, правильный ответ – Кайгородский район. Двигаемся дальше. Какой район является самым большим по площади муниципалитетом в Республике Коми? Значительная часть территории района, 45%, покрыта лесом. Оставшуюся часть площади занимают заболоченные пространства и кустарники. Ухтинский, Троицко-Печорский, Ударский или Усть-Цилимский. Ну, здесь вот на картинке у нас даже подсказка есть. Можно почерпать информацию оттуда. Да? 15 человек ответили. Еще двое должны ответить, если я не ошибаюсь. Но время вышло. Ну что ж, на самом деле это Усть-Цилимский район. Усть-Цилим – одно из самых древних сел Европейского севера, а Усть-Цилимский район относится к территориям, которые человек начал заселять за несколько тысячелетий до нашей эры. Письменные источники и археологические раскопки позволяют говорить о первых появлениях русских на Печоре в начале второго тысячелетия нашей эры. Усть-Цилимский район в настоящих границах образован и включен в состав Коми СССР 15 июля 1929 года. Это один из самых больших по территории и малонаселенных районов Республики Коми. Двигаемся дальше. Назовите самую высокую точку Уральских гор. Монорага, Народная, Телпазис или Пайер. Кстати, интересный факт, что когда мы забиваем в интернете название вот этой самой высокой горы, Google почему-то выводит картину фотографии другой горы, которая также расположена на Урале. И правильный ответ – гора Народная или Народная. Вообще, по первоисточнику, археолог, который давал название этой горы, он подразумевал именно название «народное», от слова «народ». Однако гора расположена рядом с рекой Народа, поэтому часто ее называют Народной. А высота ее 1895 метров. Давайте двигаться дальше. В 20-е годы прошлого века в стране стало модно переименовывать города. Как предлагалось переименовать столицу Коми на 13-м Всероссийской партийной конференции в 1924 году? Сыктывкар, Сысола, Владимир Ленин или Молотов? Ну, это на самом деле общеизвестный факт. Я думаю, что вы сможете запросто ответить. И пока что 13 человек ответили. 14 уже. А времени между тем остается 10 секунд всего лишь. Сколько же ответило людей правильно? Почти все ответили верно. Действительно, планировалось назвать город Владимир Ленин, переименовать точнее. Предлагалось назвать Усть-Сысольск во Владимир Ленин, однако
несмотря на то, что предложение проходило от секретаря обкома и бурные аплодисменты сопровождались вот это предложение, но переименование так и не произошло. Давайте двигаться дальше. Сыктывкар был удален от промышленных центров региона, поэтому в 1940 году столицу Коми СССР пытались перенести в другой город. Какой? Воркуту, Ухту, Печору или Емву? Действительно, СССР это были такие времена, когда промышленность решала очень многое. И в том числе опирались именно как раз на промышленные города, вся экономика страны. Поэтому, собственно, и предложили перенести столицу именно в этот город. И действительно, это город Ухта. Да, Людмила Николаевна? 3 февраля 1940 года на имя Иосифа Сталина и Вячеслава Молотова из Коми была направлена докладная записка по вопросу переселения столицы Коми СССР из Сыктывкара в Ухту. В записке в качестве аргумента в пользу Ухты приводится отдаленность Сыктывкара от промышленных центров. Размещение столицы в Ухте, по мнению просителей, позволило бы эффективнее управлять северными районами, распоряжаться богатством недр республики и быстрее их осваивать. Иногда и сейчас тоже можно услышать эти вопросы. Порой сами ухтинцы негодуют, и такие предложения поступают в Госсовет. Мол, сделайте столицу Ухту. Давайте двигаться дальше. Какое здание стало самым высоким в Усть-Сысольске в 1907 году? Пожарное депо, типография Зосимы Следникова, торговый дом Дербеневых, церковь Вознесения Господня, местечко Кируль. Ну, на самом деле, если посмотреть на фотографию, то можно легко догадаться. Здесь очень явная подсказка. И сейчас, это удивительно, что именно это здание является самым высоким. Хотя в Сыктывкаре достаточно высотные дома есть, и вот это вот то, что изображено на фотографии, оно имеет к ним доступ. И действительно, это пожарное депо. После строительства пожарного депо в 1901 году еще несколько лет продолжалась работа по надстройке второго этажа. К концу 1907 года здание было достроено. Пожарное депо с каланчой стало самым высоким, целых 21 метр. Гражданским зданием города, единственным зданием, на котором были установлены часы. Здание является не только памятником архитектуры, но и неофициальным символом города. И, кстати, это здание расположено неподалеку от Национальной библиотеки Республики Коми. Давайте двигаться дальше. В феврале 1814 года в Усть-Сысольск прибыла большая группа военнопленных французов. После заключения мирного договора между Россией и Францией пленных отпустили на родину, а за местностью, где они прожили некоторое время, закрепилось это название: Прованс, Иль-де-Франс, Париж или Марсель. Судя по тому, что участники очень быстро ответили, скорее всего, они знают правильный ответ. И на самом деле это местечко Париж. В феврале 1814 года в Коми край прислали попавших в плен французских солдат. Порядка всего 144 человека. Горожане отнеслись к пленным доброжелательно. Французы научились изъясняться по-русски, бывали в гостях у местных жителей, отмечали праздники. Через некоторое время военнопленные вернулись на родину. А за окраиной Усть-Сысольска, где было временное пристанище французов, навсегда закрепилось название Париж. Идем дальше.
Назовите имя известного художника в молодости, побывавшего с научной экспедицией в Коми-крае. Считается, что именно поездка к Зырянам в 1889 году повлияла на его решение отказаться от карьеры юриста и связать свою жизнь с искусством. Это Константин Коровин, Валентин Серов, Василий Кандинский или Михаил Нестеров. Ну, мне остается добавить, что именем этого художника названа одна из нейросетей. Мы все ответили, и поэтому можно смотреть правильный ответ. И это на самом деле Василий Кандинский, самый известный в мире российский художник. Впервые Коми-край он посетил более 130 лет назад в этнографической экспедиции по Вологодской губернии. Его интересовали не только примеры обычного права местного населения, но и раннеязыческие шаманские обряды и верования коми-зырян. Именно здесь он испытал всю силу воздействия народного искусства. Кандинский считал эту поездку одним из факторов, повлиявших на его решение стать художником. А с дневником, который он вел во время путешествия, не расставался никогда. Двигаемся дальше. Пусть вы пока что в лидерах у нас. Пьеса «Свадьба», написанная комик-драматургом Николаем Дьяконовым в 1949 году, ставилась в театрах, была экранизирована. Под каким названием пьеса Дьяконова вышла в кинопрокат? Я уверен, что вы прекрасно знаете правильный ответ, даже если не смотрели этот фильм. Итак, все ответы получены. Давайте посмотрим правильный ответ. И, конечно же, это «Свадьба с приданным». Молодцы! 10 марта 1949 года в Сыктывкарском драмтеатре была впервые поставлена комедия уроженца села Усть-Вы известного коми-драматурга и режиссера Николая Михайловича Дьяконова «Свадьба». Она получила широкую известность на всю страну и за ее пределами. Московский драматург Глебов перевел пьесу на русский язык и под названием «Свадьба с приданным» ее поставил в Московском театре сатиры. В 1953 году спектакль был экранизирован студией Мосфильм, и фильм на долгие годы стал одним из самых любимых у жителей Советского Союза. Ну и Республики Коми, конечно же, тоже. Усть-Вы по-прежнему в лидерах, Усть-Кулом не отстает. Итак, на берегу реки Вытчиги установлен памятник жителям Керткероса, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник представляет собой фигуру коми-женщины в длинном платье с накинутым на плечи платком. Как называется памятник? Рекуем мечи на орала, скорбящая мать, Родина-мать зовет, женщинам-защитникам Отечества. Но я думаю, Керткерос раньше всех ответил. И ответил правильно, скорее всего. А те участники, которые никогда не были в Керткеросе, я думаю, могут догадаться. И, кстати, в этот памятник зашит глубокий смысл. Это скорбящая мать. Памятник был открыт 9 мая 1975 года. Лицо матери обращено на запад, вниз по течению реки, куда в годы войны уходили мобилизованные на фронт жители села. Рядом установлена 6-метровая стелла с барельефами воинов. Автор – скульптор Юрий Григорьевич Борисов. Двигаемся дальше. Его произведение «Вор и шпос», «Соколиное гнездо» легло в основу гимна Республики Коми. Кто автор произведения? Михаил Лебедев, Владимир Тимин, Виктор Савин, Иван Куратов. Ну что ж, я думаю, по одной фотографии вы, скорее всего, уже догадались, кто этот автор. А если нет, то срочно вспоминайте гимн Республики Коми. Может быть, стиль этого автора вам покажется знакомым. И 17-й участник буквально в последнюю секунду успел ответить и ответил правильно. Действительно, это Виктор Савин.
Коми – поэт, писатель, драматург, общественный деятель. В основу гимна Республики Коми легло его произведение «Париж Пост», написанное поэтом в 1923 году и посвященное друзьям и коллегам, вступившим на стезю творчества. Также стоит сказать, что Виктор Савин действительно имел такой некий политический стержень, который помогал ему творить для людей. Давайте двигаться дальше. Как называется праздник оленеводов, который ежегодно проводится в Усинском районе? 4 варианта ответов вы видите у себя на экранах, и один из них является верным. Я скажу так, что если бы этот подобный праздник проводится и в Воркуте, но он не имеет коми названия. Почему? Да потому что в Воркуте коми говорящих очень-очень мало. А вот этот праздник, который в Усинском районе, там есть коми говорящие люди. И поэтому этот праздник называется Зарни-Сюр, Золотой Рог. Национальный праздник оленеводов Зарни-Сюр проводится в Усинском районе. Праздник очень популярен среди населения Республики Коми и за ее пределами. Проходит он ежегодно в конце зимы. Возобновился он в 2006 году, после 15-летнего перерыва. Праздник был возрожден для того, чтобы повысить популярность национальных видов спорта, развить культуру Коми и организовать досуг жителей ближайших сел. Самое зрелищное из состязаний – это гонки на оленях. Поэтому будете в Усинске, обязательно заходите на этот праздник. Двигаемся дальше. После 1776 года завод выпускал орудийные снаряды, штыки, якоря, балласт для кораблей. Выполнялись и правительственные задания. Например, листовое железо для крыш Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. О каком заводе идет речь? Нюфчинский чугунолитейный завод, Тумашевский железоделательный завод, Лукьяновский железоделательный завод или же Усть-Бердышевский металлургический завод. У нас это последний вопрос, напомню. И это значит, что скоро мы подведем итоги. 16 человек ответило, один еще участник. Ждем его ответ. И все ответили верно, молодцы. Действительно, это Нюфчинский чугунолитейный завод. Основателями производства и первыми владельцами были купцы Плотников и Панов. В 1761 году завершилось строительство первой домы, и чугунолитейное производство в Нюфчине было запущено. Основной продукцией предприятия являлись железо и чугун. В 1898 году был построен литейный цех. За свою долгую историю завод неоднократно менял владельцев. В годы Первой мировой войны завод поставлял балласт для кораблей и корпуса для мин. Нюфчин был единственным местом в Коми крае, где занимались художественным литьем из чугуна. Продукция Нюфчинского завода в 1896 году удостоилась серебряной медали на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. Завод проработал до 1995 года. Поэтому, если вы найдете какие-нибудь изделия из чугуна красивой формы, возможно, там есть клеймо Нюфчинского чугунолитейного завода. Ну что ж, давайте посмотрим, кто у нас стал победителем. И это Усть-Вын. 158 очков. Дальше идет Усть-Кулом и Люди-Чи на 3-м месте. Ну, а остальные участники, десятку лидеров вы видите, остальные участники ответили несколько с меньшим результатом. Все участники, которые сегодня были у нас на встрече, могут получить сертификат об участии. Что от вас требуется? Я думаю, что это библиотеки займутся. Вышлите нам фамилия, имя, отчество участников и, значит, учебное заведение. Ну или место работы. И мы с удовольствием вышлем в электронном виде вам
сертификаты. Все. Всем спасибо, все молодцы. С вами было приятно провести время. Я думаю, что играйте в игру «Дорогами добра. Путешествие по Республике Коми», и вы узнаете еще больше интересных фактов о Республике Коми и просто приятно проведете время в теплой компании. На этом мы заканчиваем. Всем до свидания. Пока-пока. Сыктывдин. Веселый Сыктывдин. Молодцы. Да. Печоре тоже большой привет. Пам-пам-пам. И все. Включаемся.